у вас презентация. Да, видно. Видно. Угу. Сейчас я включу режим просмотра. Так. Сегодня вот последнее занятие, и мы немножечко закончим тему, которая на прошлом занятии была поднята, про то, существует ли в ТикТоке серьезный контент, можно ли оттуда получать какую-то научно-популярную информацию, узкоспециальную информацию. Вот. И ответ в том, что да. И делать это можно в такой очень комфортной, легкой для восприятия форме. И вот, секунду, извините. Так. Вот эти сферы науки, археология, история, этнография, все вот эти вот, казалось бы, тяжелые такие несовременные науки, не очень там популярные в массовом сознании, они вновь становятся популярными благодаря ТикТоку. И мы сейчас посмотрим, как преподносится. Вот несколько будет ТикТоков. How do you make art about something as violent as Ferguson? These paintings may not look political, but they're based on very real events. Charlottesville, right-wing extremism, and police brutality. As a refugee from the Ethiopian Civil War in the 70s, Julie Meritu is no stranger to violence and the impact it has on the world. Her epic paintings depict violence through the traces it leaves behind, like tear gas stains and fragmented memories. This mark-making style offers a new way of representing violence that's graphic and emotive without being explicit. I think what's core to the work that one gets involved in is an effort to make sense of who one is and where one is and what one is in the world. Julie's paintings capture a complex collective story of oppression, questioning how violence is represented and who it impacts the most. Вот, этот ТикТок очень коротко рассказывает про достаточно сложное направление в живописи. Это так называемое нефигуративное искусство, то есть искусство, которое не изображает предметы в такой вот визуальной форме, в какой мы их видим. И вот эта история про художницу, которая изображает насилие. Вот, в частности, вот здесь был упомянут Фергюсон, это один из городов, где протесты Black Lives Matter были очень активны, и где их очень брутально подавляла полиция. И здесь художница рассказывает, и авторка ТикТока тоже это комментирует, как нефигуративная живопись способна отражать такие темы, как насилие, и как вот вся вот это вот там применение в том числе газа, каких-то еще какой-то специальной техники может передаваться само вот это вот чувство беспокойства, страха, беспомощности вот в этих линиях и пятнах, которые художница на своих больших холстах располагает. Так. Это ТикТок проект, при котором из заброшенного, неэксплуатируемого здания в Ливерпуле, это британский промышленный город, который, как американский Детройт, пострадал от того, что промышленность изменилась, и многие там заводы прекратили свое существование, многие здания из-за этого оказались больше ненужными, неиспользуемыми. И здесь вот был вырезан вот этот вот фрагмент здания, и благодаря тому, что этот фрагмент вращается, мы можем одновременно видеть и внешнюю, и внутреннюю сторону здания. И это, с одной стороны, вот, ну, чисто визуально
украшает город и добавляет ему жизни, потому что вот это вот фактически мертвое пространство, где больше не работают люди, не живут люди, на самом деле продолжает функционировать именно благодаря вот этому объекту, потому что когда мы на него смотрим, этот объект нам что-то сообщает. Вот. И это, да, такой хороший механизм и в смысле искусства, и в смысле урбанистики проблематизировать вопрос вот этих заброшенных зданий и делать их чем-то большим, чем-то другим, чем просто вот эти вот заброшенные, никому не нужные, потенциально опасные, разрушающиеся объекты. Археологи... Сейчас я тогда сначала переведу, запущу ТикТок. Да что ж такое? Вот, значит, ТикТок про то, что была найдена кость с 28 насечками. Здесь на этом скрине бывшая студентка рассказывает, как в Кембридже профессор антропологии показывал фотографию этой кости и рассказал, что это самая первая зафиксированная попытка ведения человеком календаря. И вопрос был в том, почему цикл, который был на этом календаре изображен, состоял из 28 дней. И ответ в том, что этим первым человеком, вот, чья попытка вести календарь зафиксирована исторически, был не мужчина, это была женщина, которая таким образом отмечала свою менструацию, и вот это про невидимость женщин в истории и про невидимость особого строения тела женщины, того, что это тоже абсолютно имеет право быть в истории отражено, вот, и вот этот ТикТок, это не просто вот отдельно взятый ТикТок, который рассказывает про археологию и историю. Этот ТикТок является частью тренда, где вот под эту музыку со словами «и снова у меня возникает это странное чувство» рассказывают какие-то очень трогательные истории, и этот тренд часто используют специалисты в области истории и археологии, чтобы рассказать про такие исторические факты и археологические находки, которые заставляют задуматься о том, что такое человечность и как давно она в нас формируется, как давно она в нас проявляется. Сейчас мы на эту тему в Древнем Риме кто-то написал такую эпитафию для своей умершей собаки. Я был в слезах, когда нес тебя на место твоего последнего успокоения, так же сильно, как я наслаждался и радовался, когда нес тебя домой в своих руках 15 лет назад. Again, that funny feeling. Еще один ТикТок про искусство. Это известная художница, которая при помощи бисера делает такие гигантские фигуры гнилых овощей и фруктов. Вот. И это такое размышление о смерти, о трансформациях материи, о красоте, потому что художница использует такие вот
фрукты и овощи, которые часто там рисуют и фотографируют для создания какой-то такой вот атмосферы праздника и жизни. Это вот вишенки, там клубники, хэллоуиновская тыква. Она показывает эти объекты с другой стороны, как нечто, что точно так же, как и менее там парадные фрукты и овощи, точно так же подвержено гниению, изменению, исчезновению, в конце концов. Вот. A gift shop at the gun range. Однажды, это американский ТикТок, однажды в 60-е было решено закрыть больницы, здесь имеется в виду стационары для людей с психическими особенностями, и люди, которые там содержались, отправились по домам. A mass shooting at the mall. There Те, кто останки людей, которые не были идентифицированы, остались на территориях этих больниц, вот на таких кладбищах в безымянных могилах. it is again, that funny feeling. Вот. Ну, и этот ТикТок, он не про какую-то такую вот древнюю историю, а про то, что совсем недавно произошло, и что, в принципе, остается актуальным для других стран, где там, например, система ухода, помощи людям с ментальными особенностями состоит в том, что люди просто содержатся в больнице, и потом могут возникать такие поля безымянных могил, где у ушедших людей нет возможности сохранить свое человеческое достоинство, где стерто их право на имя, на даты жизни, на то, чтобы была обозначена какая-то связь с их семьей, с тем, что они были нужны, что о них кто-то заботился. Вот. И здесь мы снова видим эту же музыку, вот этого вот тренда, который рассказывает истории, которые утверждают либо проблематизируют нашу человечность. Это ТикТок тоже про изобразительное искусство. Это интересный способ показать живопись как нечто, что непосредственно связано с нашей жизнью, с миром вокруг. Вот мы видим, как прямо I'm in a world apart, a world of roses blue. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. Вот, и этот короткий ТикТок делает, в сущности, очень сложную работу, то есть он одновременно показывает мастерство художника, демонстрирует его работу, что ТикТоки очень часто делают, но еще он поднимает вопрос о том, что такое искусство вообще, и сколько у него вот этих вот непосредственных, живых, всепроникающих связей с окружающим миром. А вот этот тренд, используют люди, чтобы показать свои татуировки чаще всего. На первых строках песни, где поется вот «Я хожу как ангел, разговариваю как ангел, выгляжу как ангел», человек в закрытой одежде, его татуировки незаметные. В финале видео человек свои татуировки показывает, и есть такой контраст образов.
Здесь этот тренд используется интересно, потому что свои татуировки показывает полинезиец, и его татуировки имеют сакральное и культурное значение, потому что полинезийские племена делают татуировки, чтобы обозначить и племенную принадлежность людей, и какие-то такие вот оберегающие значения это все имеет. Вот. И это хороший способ рассказать о своей собственной культуре и показать, что татуировки в разных частях мира воспринимаются очень по-разному. Где-то это такая практика, которая скорее про что-то вот такое там редкое, не очень нормативное. Для каких-то культур это наоборот частая повсеместная практика, которая несет огромное культурное значение и которая многие столетия поддерживается людьми. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil. TikTok такой вот интересный с антропологической точки зрения. Тут представитель северных народов показывает, как в условиях экстремальных морозов люди хранят продукты. Вот. И здесь вот человек на наших глазах из льда возводит такой уличный холодильник. Вот это тоже потрясающий способ узнать что-то о культуре и бытовых практиках других народов, потому что мне бы, например, вообще в голову не пришло, что такое может существовать, и особенно поражает воображение то, что это не просто функционально, а что люди еще и стараются эти объекты украсить. Вот, а теперь перейдем к вот непосредственной теме сегодняшнего занятия, про то, как уязвимые группы, так называемые, могут использовать TikTok как пространство солидарности и не только укреплять связи внутри своего сообщества, чувствовать поддержку от людей с таким же опытом, но и рассказывать о проблемах тем, кто к сообществу этому не относится, кто с этими проблемами не сталкивается и может не подозревать, что эти проблемы существуют и что они настолько серьезны. И TikTok, да, это такое место, где все люди со всеми идентичностями, даже если в обществе эти идентичности могут восприниматься достаточно непросто и враждебно, где все люди получают доступ к тому, чтобы быть видимыми, потому что мы это уже обсуждали, алгоритмы TikTok создают так называемые пузыри, и человеку показывают тот контент, который он с большей вероятностью захочет видеть, поэтому это сокращает вероятность того, что TikTok, например, ЛГБТК-человека попадет в ленту, о, господи, извините, сейчас я не знаю, что это случилось, у меня кот пробежал по клавиатуре, и вот что-то... Ага, все, сейчас. Так, вы продолжаете видеть презентацию? Да, продолжаем. Ага, все, спасибо. Вероятность того, что TikTok ЛГБТК человека попадет в ленту гомофоба, очень и очень низок. Ну, такое тоже бывает, но это все равно позволяет себя чувствовать гораздо более безопасно, чем если ты просто что-то выкладываешь в интернет, где алгоритмы устроены по-другому.
Вот, и сейчас пройдемся по разным уязвимым группам, посмотрим, каким образом представители этих групп свои проблемы, свой опыт репрезентируют. I think my favorite thing about Я думаю, что моя любимая вещь по поводу того, что я пользуюсь инвалидной коляской, в том, finally having a wheelchair is I don't have to move my cat. что я больше не должна поднимать своего кота с колен, когда мне нужно как-то передвигаться по комнате. Out of my lap when I need to move around my room. She just stays there. She stays there. And it's time to feed her. But it's my favorite thing in the world. Вот, обычно мы привыкли, что там дискурс, который выстраивается вокруг инвалидности, он, ну там в социальной рекламе белорусской, например, он про такое вот отношение к людям не как равным нам людям, а как людям с каким-то таким вот либо очень героическим опытом, либо здесь включается жалость, когда люди рассказывают о себе сами, а не кто-то, кто создает социальную рекламу, потому что чаще всего ее создают люди, у которых нет опыта инвалидности. Есть такое хорошее правило «Ничего о нас без нас», активистское. Оно о том, что когда говорится о проблеме какого-то сообщества, говорить об этом должны люди из самого сообщества, а не кто-то с какими бы добрые намерения человек не имел, все равно, если это не твой опыт, то не надо за это браться. И вот мы видим, как люди с инвалидностью, когда они говорят о своем опыте сами, делают это совершенно иначе. Я не могу себе, например, представить, чтобы там в белорусской социальной рекламе человек рассказывал о своем опыте использования коляски как о чем-то, в чем есть в том числе радость, в чем есть в том числе достоинство, и это еще и происходит через такой вот всем нам знакомый момент, когда если на тебе заснул кот, то реально очень не хочется двигаться, чтобы он не ушел. Вот. I'm blind. What do I have on my cane? Most people assume that this is some form of metal detector. They'd be wrong. Здесь женщина незрячая рассказывает, что у нее вот за вот это вот круглый фрагмент на ее трости. Она говорит, что многие предполагают, что это какой-то металлодетектор, но это не так. This massive UFO-shaped cane tip is really cool. Let me show you. While most people have seen the pencil tip or the roller marshmallow, these tips do great on bare pavement, but they are... Вот она показала две насадки для трости, которые хорошо используются, когда тротуар чист от осадков, ровный, но когда поверхность тротуара неровная, когда там есть снег, становится сложно передвигаться, потому что эти насадки не позволяют получить достаточно информации о поверхности и расчистить путь, чтобы незрячему человеку было безопасно передвигаться. A complete nightmare in the snow, which can make navigating a real challenge. However, this Dakota disc moves over the snowy terrain with ease, gliding... Вот, здесь она показывает, как в зимнее время вот эта вот круглая насадка позволяет ей передвигаться комфортно, потому что она скользит по снегу и еще немножко так раздвигает его в стороны и разравнивает. Over obstacles and giving information about what's coming up in front of you without ever getting stuck. It's great for constant contact, which for me is a must because of the uneven ground surface in winter. While this cane tip is not rated for heavy use on dry pavement, it is great for snow, off-roading, the beach, or even taking it on a hike. Have you ever tried a Dakota disc? Вот, она рассказывает, что этот диск помогает не только в снегу, но и на любых неровных поверхностях, например, на пляже, или если ты идешь в поход, или если передвигаешься по местности, где нет асфальтированной дороги. Вот, и это
такие тиктоки, которые рассказывают что-то про там, использование определенных предметов людьми с инвалидностью, про то, как они ориентируются в пространстве, помогает лучше понять другого человека, потому что когда мы чего-то не понимаем, то как раз и возникает вот эта вот объективизация, экзотизация, и отсюда в том числе возникает такое у некоторых впечатление, что если человек как-то очень сильно отличается, то это карт-бланш на то, чтобы задавать абсолютно любые вопросы, ну и можно представить, насколько это утомляет. Если бы незрячий человек каждому зрячему человеку рассказывал, что это за круглая насадка на его трости, ну, это огромная работа, и непонятно на самом деле, почему человек должен это делать по чужому запросу. TikTok дает возможность удовлетворить любопытство гораздо более таким разумным и нетоксичным способом. Человек, который сам соглашается об этом говорить, показывает большой аудитории людей, что и как устроено. И тут нет такого вот давления, что просто кто-то берет и наседает на другого человека, как будто бы у людей с инвалидностью нет никаких других дел, кроме как рассказывать людям без инвалидности про свою жизнь. Вот этот TikTok про то, как не стоит делать выводов про то, есть ли у человека инвалидность или нет. Здесь будет несколько тиктоков подряд про парковку. Оказывается, бдительные американцы очень любят делать людям, которые паркуются на парковке для людей с инвалидностью, замечания, потому что предполагают, что у людей инвалидности нет. Просто там заглядывают в окошко, видят, что у человека там нигде нет инвалидной коляски, и начинают его отчитывать. И тут использован тренд со словами из песни «Ты сейчас очень глупо выглядишь». Вот. Девушка показывает, что вот когда она покидает машину, люди мгновенно жалеют о том, что они начинали делать ей замечания. И судя по тому, что я нашла целый ряд таких видео, которые снимали люди с разными типами инвалидности, это действительно распространенная проблема. Руководствуясь лучшими убеждениями, там, желая защитить парковочное место от людей, для которых это парковочное место не предназначено, ну, люди на самом деле делают все только хуже, потому что предполагают, что инвалидность должна быть им из их там машины непременно видима. When the parents complain to the administrators at your son's school about you parking in handicap, but don't know you have a little leg. Тут мужчина рассказывает, что другие родители из школы его сына жалуются на то, что он паркуется на месте для людей с инвалидностью, потому что не замечают, что у него есть инвалидность, и поэтому он теперь забирает своего сына из школы только в толстовке, на которой написано «Я могу парковаться на этом месте, посмотрите на мою маленькую ногу». When the parents complain to the administrators at your son's school about you parking in handicap, but don't know you have a little leg. So I decided to make a hoodie that says, I can park in handicap, look at my little leg. So now I make sure to walk my son to school every morning wearing this hoodie, even though it hurts to walk with every step I take. I'm doing this so the parents can see my little leg and stop hating on me. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, cause I'm begging you. Put your love in the hand now, baby.
Вот этот ТикТок показывает, как люди, у которых нет нижних конечностей, управляют машиной. Она переоборудована так, что педали, которые, как правило, предназначены для ног, могут нажиматься руками. И это тоже позволяет снять вопросы многих людей про то, как люди с таким типом инвалидности водят машину. Вот так. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Сегодня мне с цифровым миром тяжело. Да, этот слайд еще раз про то, что таким образом мы можем удовлетворять любопытство о чужой жизни и приближаться к опыту других людей, при этом не нарушая их границы и получая информацию от тех людей, которые готовы ее давать. I'm physically disabled, and these are my housing accommodations in my college dorm room. First, I have a keypad lock on the door instead of a traditional key. Since I can't move my left hand and my right hand is weak, I struggle to grip things, so they added handles to my wardrobe and desk drawers. Вот здесь девушка с инвалидностью, она рассказывает, что ей достаточно сложно двигать руками, показывает, как администрация общежития переоборудовала ее комнату для того, чтобы она была для нее более доступной. Ей поставили кодовый замок вместо замка с ключом, потому что ей тяжело пользоваться ключом. Ко всем шкафам и тумбочкам добавили другие ручки, которыми она также может пользоваться. A room temperature control was also added. They added a longer pulley to my blinds so I could reach it. This platform was built so I can put my right elbow on top of it to reach my hair and face. Вот, здесь она рассказывает, что ей установили также прибор для климатического контроля и специальный такой удлиненную ручку, чтобы она могла поднимать жалюзи. Вот эта подставка позволяет размещать на ней локоть, чтобы она могла рукой дотянуться до лица, потому что без опоры она этого сделать не может. This faucet is easy for me to turn on and off. This touchpad turns the shower on and off and adjusts the temperature. I use one shelf in the shower for my soap dispensers and the top shelf for my arm to reach my hair. I needed... Здесь она тоже рассказывает про то, что в душе она использует верхнюю полку для того, чтобы упирать туда локоть, потому что иначе она не может держать руку на весу, и что в ее душе были добавлены кнопки для включения воды и изменения температуры, и форма крана тоже в раковине позволяет ей легко им пользоваться. A room that had a bathroom, so here's my bathroom, and there's me in the mirror, and those are my accommodations. Thanks for watching. Вот, это тоже показывает, как в разных странах к потребностям людей с инвалидностью относятся, потому что благодаря тому, что вот у администрации колледжа есть деньги на переоборудование комнаты, человек с инвалидностью имеет более простой и комфортный доступ к образованию, чем в странах, где эта доступная среда не была бы создана. Так, сейчас я вам покажу видео самой известной трансгендерной женщины в ТикТоке. Ее зовут Дилан Малвейни. Она американка. И она известна тем, что она все свои видео начинает с фразы «Сегодня день такой-то моей девичьей жизни», и она объясняла, почему она именно этот троп использует, что это не про то, что она стала себя чувствовать женщиной только вот там в каком-то взрослом возрасте, что
она чувствовала себя так всегда, но ей важно определить вот эту вот веху, когда она решила не скрывать это и быть в этом открытой и делать переход. Вот. И Дилан известна тем, что и собрала большую аудиторию благодаря своему крайне дружелюбному стилю общения. Она снимает видео так, как будто человек, который будет его смотреть, это ее потенциальный друг. When I went shopping for my mom's Christmas present at the Kate Spade New York store, but then I accidentally got a whole new outfit for myself. Fit check in 3, 2, 1. I mean, can't you see me sipping hot cocoa at a holiday party in this? Вот, в своих видео она показывает, да, какие-то свои новые покупки. Day 234 and it's my first Halloween as a girl. Costume reveal in 3, 2, 1. Somewhere over the rainbow. I'm Dorothy. I went with Dorothy. And you're obviously wondering, where are the pigtails? Well, do you remember when Dorothy got her hair done at the Emerald City Salon? That is the look that I'm going for. And this costume is a little gift to my inner child because one of the only days of my childhood where I actually felt gender euphoria was the Halloween that I dressed up as Dorothy in the 3rd grade, and I told everyone that it was a joke, but in reality it was me getting to be my real self for one whole day. Здесь она рассказывает про свой костюм к Хэллоуину, это костюм Дороти из «Волшебника из страны Оз, и она говорит, что этот костюм имеет для нее особенное значение, это такой подарок ее внутреннему ребенку, потому что вот единственный день в своем детстве, когда она чувствовала себя в гармонии со своим телом, это был Хэллоуин, когда она нарядилась в Дороти и говорила всем, что это такая шутка, но на самом деле для нее это было вполне серьезно, и это было вот днем огромного счастья, когда она смогла надеть платье. And I don't have any plans tonight for the look, but I did get to wear this to Смотрим дальше. Вот. И также Дилан часто рассказывает про какие-то более серьезные вещи, чем просто там одежда. Она рассказывает в том числе про положение трансгендерных людей, про то, сколько неуверенности, сколько сложных чувств у нее возникает там в связи со своим телом. И, важно понимать, что Дилан достаточно привилегированная женщина, потому что она очень популярна, она финансово обеспечена, потому что из-за популярности у нее много рекламных контрактов. И она это открыто признает и говорит, что даже ее опыт тяжелый, а те трансгендерные женщины, у которых нет таких привилегий, нет таких денег, их жизнь гораздо более сложная, чем ее. И феномен ее ТикТока интересен тем, что она собрала аудиторию, которая обычно не подписывается на трансгендерных людей, люди, которые обычно там не идентифицировали себя как союзники ЛГБТК-сообщества, прониклись личностью Дилан, потому что она действительно очень харизматична, записывает свои видео и предстает в них одновременно и очень открытой и уязвимой, и очень сильной при этом, потому что в том, как она бесстрашна в этой уязвимости, как она способна со спокойствием и достоинством отвечать на какие-то хейтерские видео, это вызывает большое уважение, и в частности на высоком очень уровне. Дилан Мулвэнни недавно побывала в Белом доме и обсуждала с Джо Байденом. What, like it's hard? Thank you. And it feels like Republicans have turned trans and non-binary people into this thing to blame society's downfall on in some ways. And this narrative is not only dangerous to our mental health, but also
Вот. При этом время от времени Дилан критикует, в том числе другие трансгендерные женщины, говоря о том, что то, как она показывает опыт трансгендерный, на самом деле сообществу ничем не помогает, потому что стоило бы больше рассказывать о медицинской стороне перехода, иначе складывается ощущение, что это все не так уж тяжело, не так уж опасно. И да, такая вот самое ядро вот этой критики в том, что нельзя сказать, что благодаря ее блогу усиливается принятие трансгендерных людей, потому что, мол, он не очень показывает дискриминацию сообщества, просто рассказывает о самой Дилан. Я с этим не согласна. Day 233 of being a girl, and this video is for Caitlyn Jenner. If you're not Caitlyn, keep on scrolling. But if you do stay, I don't know, grab a beverage. Hi, Caitlyn. I'm Вот Dylan. это видео... Sorry, сейчас. Day 233 of being a girl, and this video is for Caitlyn Jenner. If you're not Caitlyn, keep on scrolling. But if you do stay, I don't know, grab a beverage. Это другая очень популярная трансгендерная женщина в Америке, которая раскритиковала Дилан за то, что она так откровенно показывает и рассказывает о своем теле, даже несмотря на то, что она в переходе не продвинулась там так далеко, как, по мнению Кэтлин Дженнер, нужно продвинуться, прежде чем о своем опыте рассказывать. Вот. И тут Дилан на это видео реагирует, и мне кажется, что это видео абсолютно всю критику про бесполезность ее блога для трансгендерных людей должно снимать, потому что по этому видео понятно, что те, кто эти видео смотрит, получают действительно очень много пищи для размышлений про то, насколько трансгендерный переход – это тяжелый и всеобъемлющий опыт, как много времени это занимает и сколько уверенности в решении нужно, чтобы его пройти. Вот. И это как раз снимает очень много таких вот трансфобных мифов про то, что переход якобы сделать очень просто, и поэтому его делают люди, которым он на самом деле не нужен, и что важно эту систему усложнить, но на самом деле она и так вообще-то сложная. Hey Dylan, I hope you're doing good. It's just your sister Mercury calling. I wanted to tell you I'm really proud of you. I know you've had a really rough go this entire year. I think there's been a lot of ups for you, but I know there's been a lot of downs too. You had a really rough go. I'm really proud of you for taking that. Наверное, 2 видео было, да. Видео с ответами для своих зрителей. Вот, в предыдущем видео другая трансгендерная женщина желала Дилан, чтобы ее первая операция прошла хорошо. Вот, и да, вот мое мнение в том, что если человек подписывается на одну трансгендерную женщину в ТикТоке, это уже дает очень много информации о проблемах этого сообщества и неизбежно повышает эмпатию ко всем людям, у кого есть такой опыт. Здесь мы посмотрим несколько видео про так называемую индустрию трудных подростков. И вот тоже про чудо ТикТока. Я не знала, что такое существует. Я не гуглила это, потому что я даже не знала, что это существует и что это можно погуглить. Я узнала об этом благодаря ТикТоку. Сначала у меня появилось одно видео об этом, я его лайкнула, потому что подумала, ого, вот это, конечно, проблема. Я стала видеть больше таких видео. И, значит, в чем заключается здесь ситуация? Ситуация в том, что в США существуют так называемые там школы, лагеря, учреждения перевоспитания трудных подростков, которые предлагают такие программы, когда дети и подростки находятся в
удаленных от жилых, от населенных пунктов местах, занимаются какой-то там физической работой, с ними разговаривают там о том, как им важно меняться, вот, и, ну, родителям это продвигают как такую вот идею, что вот дети будут находиться на природе, они будут заняты, они будут ходить в походы, будут учиться там делать разные вещи своими руками, заботиться о себе. А на самом деле в этих местах процветает насилие и психологическое, и физическое, и дети там нередко погибают, но из-за того, что эта индустрия очень прибыльная, дела эти почти никогда не расследуются, потому что, ну, скорее всего, здесь есть какая-то коррупционная история за этим, вот, и люди, которые от этой индустрии пострадали, рассказывают о том, что с ними в этих лагерях перевоспитания трудных подростков происходило, и рассказывают про людей, которые в этих лагерях погибли. Девушка рассказывает, что когда ей было 14, ее похитили среди ночи. Это то, как дети в эти лагеря попадают, их туда не привозят родители. Родители просто позволяют незнакомым людям насильно увести своего ребенка, потому что, мол, ну, трудных подростков нельзя уговорить взять и приехать в какой-то лагерь. Единственная возможность их туда доставить – это ну, позволить работникам этого учреждения забрать детей. И все говорят об этом, разумеется, как, ну, об огромном стрессе, потому что тебя по факту просто похищают там среди ночи или на улице, и совершенно дико, что твои собственные родители на это согласились и заплатили за это деньги. Эта девушка рассказывает, что в лагере было очень плохое скудное питание, что дети очень много работали, что их постоянно оскорбляли взрослые сотрудники. Что она не могла, что у нее не было доступа к душу 4 месяца, что ее заставляли есть землю в качестве наказания. Что многие подростки, которые вместе с ней были в этом лагере, предпринимали попытки самоубийства, и она это видела и знала об этом. I was 14 years old and I had just spent 3 months of winter in the Utah wilderness, and when my parents came to pick me up to drive me from this program to the next one in the troubled teen industry, I had very few things on my mind. The first thing was showering, the second thing was eating an actual meal, and then the last thing on my mind was believing in my heart that my family hated my guts. You may have heard some survivors say that these programs try to break you down to build... Здесь девушка отвечает на вопрос, почему, когда за ней приехали родители, чтобы отвезти ее в следующий лагерь сразу же, почему она не рассказала родителям, что там с ней происходило, почему она не попросила помощи, и она рассказывает, что все, о чем она могла думать, когда она увидела своих родителей, это про то, что она, наконец, впервые за много месяцев сможет нормально помыться в душе, что она сможет съесть нормальный горячий обед, потому что детей там действительно ужасно и скудно кормят, об этом очень много видео, и что, в принципе, то, как с детьми в этих программах обращается, очень ломает личность и заставляет поверить, что никому до тебя нет дела, и ты не можешь просить помощи, потому что никто из взрослых помогать тебе не будет. Вот здесь девушка рассказывает, я... И здесь вот дата смерти, причина смерти, это, как вы видите, там и самоубийство, и несчастные случаи, и вот в этом списке целых 44 подростка.
Этот ТикТок отвечает на вопрос, почему ты просто не сбежала. Человек на карте показывает вот этот вот комплекс, где размещался лагерь, и просто карта уезжает дальше. Что просто на огромное расстояние вокруг нет абсолютно никаких населенных пунктов. У нас осталось совсем немного времени, поэтому я сейчас пролистну вот эти все тиктоки и перейдем к следующей микротеме. Это так называемая индустрия усыновления. Это тоже американская такая тема, и это тоже проблема, о которой я бы не узнала, если бы не ТикТок, потому что я не могла бы это погуглить, мне бы это не пришло в голову. Мне стали попадаться тиктоки людей, которые либо отдали своих новорожденных детей на усыновление, удочерение, либо сами были удочерены, и они рассказывают, что то, как это происходит в США, это очень проблематичный процесс, который должен критиковаться, который нужно изменить, потому что вместо того, чтобы, если речь там про межнациональное усыновление, то чаще всего детей усыновляют из более бедных стран, и не всегда родители биологически не хотят этих детей. Очень часто это вопрос выживания. Просто семья настолько бедна, что она не может прокормить этого ребенка, но если бы ей была оказана помощь, родители бы очень хотели своего биологического ребенка оставить. Это, разумеется, проблема, что государство дает финансирование вот этим институциям, которые занимаются усыновлением, вместо того, чтобы давать помощь тем семьям, которые отдают своих детей на усыновление просто из-за крайней бедности. Вот, и здесь, да, разные люди про это рассказывают. Discovered at a very early age that if I talk long enough, I could make anything right or wrong. So either I'm God or truth is relative. And in either case, booyah. Она как раз не была удочерена сама, она отдала свою биологическую дочь на удочерение, потому что тогда находилась в кризисной ситуации, у нее не было собственного жилья, у нее не было работы, и ее еще и дезинформировали о процессе удочерения. Ей сказали, что она сможет присутствовать в жизни своей дочери в гораздо большем объеме, чем это в итоге случилось. И вот она рассказывает, что вот там прошло около 10 лет, она встала на ноги, у нее есть стабильная работа, у нее есть собственный дом, и ей очень горько от того, что тогда, когда ей сильнее всего нужна была помощь, государство ее не оказало, и не было никаких механизмов, чтобы ее получить, и что ее ребенок оказался в этой программе удочерения не потому, что она его не хотела, просто потому, что у нее не было денег, и не было никакого механизма ей помочь и сохранить эту семью. Так, и еще есть. Да, вот буквально последний. Эту презентацию скину, так что можно будет все вот эти вот видео, которые мы сейчас пропускаем, посмотреть потом подробнее. Вот. TikTok, да, он не только такой прогрессивный и несущий разумные, добрые вещи, как может показаться, в том числе там есть совершенно безумные конспирологические видео. Вот, например, подборка селебрити, которые продали себе просто здесь делается какой-то странный анализ треугольников,
И что под, значит, этой прической она прячет вот эту вот характерную голову пришельца. Ну, и эти тиктоки они не юмористические, это совершенно и люди потом комментируют, что да, вот спасибо, что вы открыли глаза, или там я так и знала, вот. Сейчас мне люди, часть это вообще вымышленные персонажи, и это фрагменты из фильмов, вот. Короче, да, есть вот и такая темная сторона ТикТока, поэтому по возможности следите, что там смотрят ваши родители и старшие родственники, потому что в ТикТоке можно узнавать не только про археологию, историю и проблемы уязвимых групп, но и вот, например, да, кто является пришельцем, а кто не является пришельцем. Так, так. Все, я закончила демонстрацию экрана. Если есть какие-то вопросы, то можно их задать. И повторю, что да, презентация будет отправлена. Весь тот контент, который мы пропустили, потому что времени не хватило, можно будет посмотреть на досуге. И если что, можно будет со мной связываться. Вот. Так для тех, кто будет смотреть запись, добавлю, что да, если кто-то из вас решится начать снимать свои собственные тиктоки и нужен будет какой-то совет, то тоже ко мне можно будет обращаться. Буду рада что-нибудь подсказать. Вот. И всем радостных праздников. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Лекция была очень интересная. Я еще пересмотрю. Возьму себе на заметку про детей в Америке. Вот этих... Очень интересно. Думаю, что мне стоит побольше об этом узнать. Спасибо. Спасибо. Все, тогда будем прощаться. Да, Хорошего вечера. с наступающим праздником. Всего доброго. Спасибо Пока. большое.